Всем привет! Меня зовут Аружан, мне 23 года, и я преподаватель по танцам. Именно по такому направлению, как вакинг. Мой танцевальный опыт, скажем так, начался еще в 2012 году. То есть я уже в танцевальной культуре около 10 лет. Начиналось все с хип-хопа. 5 лет я танцевала хип-хоп и пробовала разные варианты, разные стили. Там и был и паппинг, и дэнс-холл, и очень много сочетаний различных. К вакингу я пришла, наверное, где-то в 2018 году. В целом я очень интересовалась этим стилем, но осознанно я пришла в 2018. Что такое вакинг? Вакинг вообще один из направлений современных стилей танцев. Но если углубляться в историю, начинать с истории, то вакинг зародился еще в 70-х годах в Соединенных Штатах Америки, а конкретно в Лос-Анджелесе. Он зародился в ночных клубах. Один из основателей данного стиля, его звали Тайрон Проктор, приезжал к нам в Казахстан и давал нам мастер-класс, в котором он говорил то, что их, получается, основателей на тот момент очень сильно вдохновляли фильмы 40-х годов, где были такие актрисы, как Мэрилин Монро, Грета Гарбо. То есть эти актрисы в своих фильмах, в своих мюзиклах, когда танцевали, они подчеркивали музыку с помощью рук, с помощью кистей, с помощью бедер и так далее. Вакинг зародился в ночных клубах, и на тот момент в 70-х как раз была очень популярна диско-музыка, поэтому основной музыкой вакинга является диско. Диско-музыка, мы продолжаем под нее танцевать по сей день, но сейчас я в последнее время замечаю то, что музыка тоже меняется, и сейчас уже тоже идут такие разные добавления, как, допустим, уже поп-музыка, то есть, но основой всегда остается диско. В чем особенность этого стиля? А насчет того, в чем особенность, мне кажется, это можно даже понять по названию. То есть вакинг в переводе с английского «wak» означает «мах», то есть получается махать руками. И да, в основном мы используем руки, с помощью которых мы делаем петли, различные позиции. Но также помимо этого в вакинге очень важна подача. Подача — это образы, это позы, это эмоции, чувства. То есть все, что я сейчас перечисляю, является основой в вакинге. И благодаря этому он и такой своеобразный, такой необычный и очень красивый. Есть ли какая-то униформа, одежда или обувь? Определенной униформы у вакеров нету, но образы являются самым главным, так скажем, инструментом в вакинге. И то, в чем танцор, именно касательно образа, это настолько же важно, как и сам танец танцора. Поэтому вакеры очень любят яркие образы, так скажем, чтобы выделиться. Но и несмотря на то, что образы должны быть красивыми, они должны быть в первую очередь удобными для танцора, то есть не сковывать ваши движения. Поэтому весь этот процесс подбора образа достаточно такой трудоемкий процесс, но очень интересный. Когда собираются все танцоры по вакингу на соревнованиях и выступают, это просто потрясающее зрелище, очень красиво. А что касается обуви, здесь уже как тоже удобно. Кто-то предпочитает носить кроссовки, кому-то удобно в туфлях, на каблуках, а некоторые даже предпочитают танцевать босиком. Так, возможно, они лучше чувствуют танец. Допустим, мне лично удобно танцевать на каблуках. Это танец только для девушек? На первый взгляд может так и показаться, но на самом деле основатели этого стиля, те, кто его создал, являются мужчины. Как и у нас, так и за границей. Этот стиль также популярен как и у женского пола, так и у мужского. Со скольки лет можно заниматься? Лично я видела, как приходят дети 4-5 лет, то есть в этом возрасте, и уже где-то к 7-8 годам я видела их на соревнованиях, как они проходили отборы, занимали призовые места. Так что возраст здесь не важен, главное желание. Сколько нужно денег, чтобы начать заниматься? Если отталкиваться от нашего города, какие цены у нас, то в среднем месячный абонемент на занятия по вакингу – это около 15 тысяч тенге.
То есть туда входят обычно 3 раза в неделю занятий по часу. Но это тоже зависит еще от того, в какую студию вы попадете и к какому тренеру, потому что обычно тренер также сам ставит себе цену. Касательно униформы, если честно, то если вы только начинаете, мне кажется, не стоит так затрачиваться на униформу, потому что в первую очередь вы должны танцевать в том, в чем вам комфортно. И постепенно уже с понятием того, какой у вас танец, вы сами придете к тому, что лучше вам покупать касательно одежды. Как называют людей, танцующих вакинг? Танцоров, танцующих вакинг, называют вакеры, ну, либо вакерши. Насколько популярен вакинг в Казахстане? Вообще, вакинг появился у нас в Казахстане около 10 лет назад, но за эти 10 лет вакинг стал намного популярным и очень качественным по танцу. За эти 10 лет проходили очень множество соревнований, мы это называем батлами, куда наши танцоры привозили иностранных судей, чтобы они судили наши соревнования, давали нам мастер-классы. То есть к нам приезжали такие судьи, как из Кореи, из Европы, из Америки, из Японии. Вакерам за границей очень хорошо известно про Казахстан, потому что наши вакеры не то чтобы отличаются, просто они сейчас на одном уровне, что и танцоры за границей. До пандемии, до того, как получилась такая ситуация, мероприятий по вакингу в Казахстане было чуть ли не каждый месяц. Каждый месяц какие-то соревнования, каждый месяц привозили судей иностранных, каждый месяц было что-то обязательно. Конечно, после пандемии это все немного затихло, но благо сейчас все более-менее устаканилось, и снова начинаются соревнования. Я буквально вот неделю назад прилетела с Астаны, откуда тоже привозили иностранного судью с Кореи, и я брала у него мастер-класс. Что нужно сделать, чтобы стать тренером по вакингу? Я думаю, в первую очередь это, конечно, долго и упорно тренироваться. Но также нужно обязательно знать историю вакинга, знать и понимать культуру не только вакинга, но и в целом танцевальную культуру. Это очень важно. Также, думаю, нужно ходить на мастер-классы к танцорам именно по вакингу 2-го, 3-го, 4-го поколения, чтобы тоже лучше понимать, что ты танцуешь, и выезжать за границу, чтобы также общаться с другими танцорами, обмениваться опытом и вообще понимать, что происходит. Ну и, конечно, любить танцевать. От чего зависит заработок тренера? Это все очень индивидуально. То есть нельзя сказать, что один и тот же преподаватель по одному направлению танца зарабатывает столько же, сколько и другой. То есть это все индивидуально, и в зависимости от того, сколько сам человек вкладывается в свое дело, насколько он это любит. Но я могу рассказать про такие пути, как зарабатывает танцор помимо, наверное, преподавания. То есть, в первую очередь, да, это преподавание. Также это проводить индивидуальные занятия. Как правило, они дороже, потому что ты занимаешься лично с одним конкретным учеником. Есть еще, можно проводить мастер-классы. Там уже идет количество около 20-30 людей на мастер-классах. Также, конечно, это выигрывать соревнования. Когда ты выигрываешь соревнования, там обычно очень такая хорошая сумма. Либо когда тебя уже как топового танцора привозят куда-то судить батлы, судить соревнования, тебя привозят как судью. Еще, конечно, это съемки. То есть танцоры нужны очень в съемочных процессах часто, в рекламах, в фильмах, в сериалах, в мюзиклах, в театрах. Можно быть участником в съемках, также можно быть постановщиком, то есть постановщиком, хореографом в тех случаях, когда нужно ставить танцы. На самом деле очень часто есть спрос на различные клипы, когда артист снимает клипы, когда нужно выступать на концертах. Постоянный спрос, то есть там никогда спрос не понижается. На самом деле в танцах нету возраста. Очень часто просто слышу то, что вот, наверное, я уже слишком старый, чтобы начать танцевать и тому подобное. Нет, поверьте мне,
танце нет возраста. И если ты просто что-то любишь, если тебе просто безумно что-то нравится, просто бери и делай. Точно так же было у меня. То есть на самом деле у меня сфера образования экономическая, и все связано с бизнесом, но просто моя душа захотела танцевать. Вот, собственно, я и здесь. В танце самое главное — это не физическая выносливость, не сила, не нагрузка и то, какая у тебя растяжка. В танце в первую очередь самое главное — это находиться в моменте. Поэтому мой совет вам — будьте в моменте и делайте все сейчас.